правительстве республики сегодня представили отчет об исполнении бюджета за первый квартал этого года. По словам министра финансов Натальи Царевой, за 3 месяца в казну поступил 1 миллиард 688 миллионов рублей. Это налоговые и прочие доходы. Кроме того, с начала года в виде безвозмездных поступлений Северная Осетия получила 3 миллиарда 834 миллиона рублей из федеральной казны. Расходы в основном направлены на образование, здравоохранение и социальную политику. На реализацию госпрограмм понадобилось почти 5 миллиардов рублей. Сегодня же сообщили о том, что около 200 ветеранов и вдов-фронтовиков получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Документы планируют оформить до 9 мая. Кроме того, на заседании принято решение о том, что в здании санаторного детского дома появится садик «Солнышко» на 60 мест. В данном детском доме в настоящее время воспитывается всего лишь 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А в детском доме Хурутен, в который мы планируем перевод этих детей, в настоящее время воспитывается 31 ребенок. Таким образом, мы безболезненно объединим эти два детских дома. При этом дополнительных бюджетных средств на этот процесс не понадобится. И кроме того, все наши кадры, все наши педагоги, которые работают в этих организациях, будут гарантированно трудоустроены. Здесь тоже проблемы не видим. Такой ход позволит решить две проблемы – сократить сразу и количество детских домов в республике, и очередь в садике. Причем планируется, что «Солнышко» станет дошкольным учреждением компенсирующего вида. Это значит, что сюда будут принимать детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым требуется ранняя коррекция. Им будут предоставлены дополнительные услуги психолога, логопеда и других узких специалистов. Будущих воспитанников отберет специальная комиссия. Это будет первый детский сад такого типа в республике. Планируется, что он откроется уже 1 сентября. Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.